Меня всегда интересовала этимология слова «корбек». Есть слово «хор», означает слово «хор» – «солнце». И, скорее всего, действие бахла, смотрящее, смотрит на солнце, наверное, было более, мне показалось, правдоподобным корбахала. В укороченном виде настало корбек. Гульджан Риизова, девичья моя фамилия Каракурсакова, человеком, любящим Крым. Меня всегда интересовала история Крыма. В 90-е годы, когда я приехала, я работала в библиотеке, и все, что касается краеведческой литературы, это было самое увлекательное и самое интересное для меня. Я читала. Мне всегда было интересно, какие тоже, конечно, корни этой фамилии. В этом году вышла книга «Османские дефтеры» землевладельцев южного берега Крыма, автор Александр Ефимов. И вот в ней я нашла своего прапрапрадеда, это 1648 год, своего прадеда Каракурсак Мустафа, который владел землями в Алуште. Мой отец родом из Корбека. Естественно, мой такой интерес к Корбеку. Мама родом из Сарабаза, это около Симферопольского аэропорта, деревня укромная. Родилась я до переезда в Крым, я жила в Бунгурском районе. Это в 30 километрах от древнего города Самарканд. Район наш был такой многонациональный. Здесь жили и немцы, корейцы, турки-месхетинцы, и крымские татары. В основном, конечно, крымские татары были все родом из Корбека. Наверное, первое мое потрясение было, когда в школьные годы, в 6 классе, я была отличницей, естественно, и хорошо училась. И учительница русского языка, Вера, вот я даже помню сейчас ее имя, Вера Андреевна, она мне почему-то упорно занижала оценки. Для меня, для ребенка, наверное, это было много слез пролито, почему такая несправедливость и так далее. И как-то очередной раз мама, наверное, не выдержала моих слез и пошла в школу к учителю вместе с заучем, и подошедшая к ней, она показала мой диктант, в котором не было ни одной помарки, и было очень хорошо написано, не было никаких этих исправлений. Почему же 4? Да еще помню, тогда это было минус еще, почему-то жирно стояла рядом, и она сказала вот так возмущенно: как же я могу ей поставить 5 по русскому языку? Она же крымская татарка. И это в 6 классе для ребенка, почему-то это мне осталось так в памяти. Меня всегда, конечно, очень привлекала журналистика. На факультете журналистики, вот почему-то тогда еще даже в Узбекистане, почему-то тоже был какой-то, наверное, ценз определенный для крымских татар. Я училась в Институте русского языка и литературы, закончила его. Естественно, работала в школе педагогом. Более 15 лет я проработала в Узбекистане. Учителем русского языка и литературы. Больше, конечно, литературы в старших классах. Меня больше она как-то привлекала. Мое соприкосновение, когда я нашла как-то у мамы очень глубоко спрятанный листок, где было стихотворение «Я видел Крым без покрывала». Я помню даже что-то испуг мамы, потому что она сказала, чтобы я нигде не говорила об этом, что я нашла, увидела это стихотворение, читала. Начиная с 70-х годов мы часто приезжали в Крым. Каждое лето, можно сказать, мама даже в 65-м году первый раз приехала в Крым. Мы приезжали в Крым, обычно родители брали меня с собой. И, естественно, когда самолет приземлялся в аэропорту города Симферополь, мама уже с волнением уже готова была на выход, потому что ее деревня находилась рядом прямо с этим аэропортом. И мы с папой плелись сзади, а мама уже бежала впереди через фруктовые сады к своей деревне. Вот это пыльные, я помню, мамины босоножки в руках и пыльная улица, и она так бодро шагала по своей кадровой улице. Затем мы ехали обязательно в Алушту, Корбек. Помню первую, наверное, встречу с Корбеком.
Папа почему-то, мы приехали в Алушту, и дня два как-то не говорил о том, что поедем в Корбек. А я же жду так с нетерпением: папа, когда же мы поедем в Корбек? И видно, вот у него был какой-то страх, то, что он увидит. Он был 17-летним парнем уже, когда вышел из Крыма, и много хорошо помнил. И вот я помню, мы Айлянма, мы проезжаем, и у папы такие, он одирается, смотрит по сторонам, потом начал такой, как молодой, пошел вперед и начал мне показывать и дома, говорить, вот это того дом, потому что я росла среди этих людей, многих знала, это вот Хеджилерневе, Банабу-Йорт Мадларневе и так далее. Я успевала только за ним, и вот это что-то отпечаталось в моей памяти, очень, что вот это волнение, которое вот присутствовало в его рассказах. Ну, 90-е годы можно таким назвать образно, вы знаете, образно я говорю, мы жили, наверное, со стиснутыми зубами и с сомкнутыми кулаками, потому что это в транспорте, когда ты слышишь, вот понаехали, это на работе, когда за спиной твоей коллега может сказать черные татарва и так далее, или там в кабинетах чиновников, когда тебя отфутболивают из кабинета в кабинет. Это были, вот я говорю, была единственная, наверное, задача выдержать и выстоять. Мы это делали. Волей так судьбы я попала в библиотеку. Библиотека это на углу улицы Пушкина и Карла Рипнета. Она сейчас раньше называлась библиотека имени Тренева, сейчас она носит имя Пушкина. И в те годы, в 90-е, мы работали, нас было там много крымских татар. Это был Айдер Эмиров, который затем возглавил крымско-татарскую библиотеку, Наджие Таирова, Айше Карабаш. Конечно, мы горели, я вспоминаю эти годы, вот, несмотря, наверное, на трудности, вот, они были счастливые годы. Потому что мы проводили мероприятия, к которым можно было приставку вот это впервые сказать, все первые мероприятия. Это было, помню, встреча ветеранов Великой Отечественной войны крымских татар. Проводилась впервые в нашей библиотеке. Зал позвали, такой был бы довольно-таки большой. Встреча художников. Затем я помню, как впервые сдал свои концерты ансамбль «Фиданлар» Алиага Алимов. Затем я помню очень хорошо, вот это до сих пор это то, так я перед глазами, как играл Нелявер Османов на своей скрипке, были открыты окна библиотеки, и прохожие всей улицы Пушкина именно стояли под балконом, под нашим балконом, я увидела через окно, и слушали эту музыку. Вот, звучала крымско-татарская музыка. Вот эти годы, конечно, были не только тяжелыми, запомнились, они были счастливыми. Вот Корбек, он всегда присутствовал в моей жизни. Идея написать книгу, я поняла, что вот, ну, если не я, то кто же? Вот она откладывалась, лежало очень много материала, очень было интересного, много очень изысканий сделал Гирей Баиров. Я всегда говорю вот свою благодарность этому парню, который тоже на голом энтузиазме первые 90-е годы сделал вот такой труд. Он ходил, это же свое свободное время, и все это, как говорится, посещал, потому что он записывал вот этих стариков. Они же уходили, это поколение, которых сегодня они есть, а завтра нет. И в какой-то момент я поняла, что надо книгу уже издать, чтобы она стала, наконец, достоянием людей. Люди знали о Корбеке все до мелочей, то, что у меня лежало в столе. Трудности, конечно, были. Трудности были в архиве. В архиве, наверное, благодаря тому, что я еще тогда была работником библиотеки, мне как-то пропуск дали. Но затем мне отказывали во многих документах. Если я, например, предположим, выписывала 15-20 документов, то из них мне, если давали один, а в основном были все отказы.
И это, конечно, очень было трудно и очень обидно. Даже как-то после очередного такого отказа я написала пост в этом на Фейсбуке, почему же мне отказывают вот во многих таких документах и так далее. И тогда вот откликнулся Александр Ефимов, он сказал, он, видно, знаком был с архивным делом и указал мне, показал как-то, на что бы я обратила внимание. Я поняла из разговора с ним, что тема Курбека ему была очень близка, и я благодарна ему за помощь, которую он мне оказал. Конечно, были трудности финансовые. Дело в том, что вот все наши краеведческие такие изыскания, они все на энтузиазме. И пишут его люди, которые вкладывают свои средства в издание этих книг. И, собственно, на сегодняшний день такая картина. Я горжусь современным поколением. Вы знаете, это много общаюсь не только в интернете и бывая за границей, я встречаю крымских татар, молодых ребят, которые учатся в других странах и работают, достигают таких высот. И, знаете, меня просто, я думаю, что наша молодежь, несмотря на то, что на границе, на трудности, она достигла очень многого. Молодежь, которая осваивает высокие технологии в своем любом деле, она достигнет многого большего, чем будет просто-напросто тяжелым, тяжким трудом зарабатывать эти деньги. Я так думаю. И я поэтому за ту молодежь, которая уезжает учиться, хотя вслед говорят, не надо было бы оставлять родину и так далее. Я думаю, они более патриотичны и многое сделают завтра для Крыма, больше сделают для Крыма, чем те, кто остался здесь. Они остаются крымскими татарами, я это видела. Негативные стороны, наверное, это то, что произошли какая-то переоценка ценностей в нашем обществе. Сегодня, не будем скрывать, культ денег, культ того, как их легко заработать и так далее. Вот вследствие этого вот это помпезные эти свадьбы, желание выделиться, желание, чтобы машина моя была лучше, чем у соседа. И я вспоминаю, что культом для наших родителей было воспитание и образование. В самых таких тяжелых нас условиях, таких бытовых условиях нас учили, нам всем давали образование. Вот этого культа образования вот сейчас во многих семьях отсутствует в нашем народе. Чаще всего это диплом, который он должен так, для того, чтобы положить его на полку и, наверное, признаться, что ты не дурак и так далее. Вот несмотря на все, скажем, политические такие разногласия в обществе и так далее, мне в нашем народе не нравится, а импонирует мудрость. Крымские татары очень дальновидны и мудры. Еще второе качество, конечно, трудолюбие, которое присуще нашему народу. Если у крымских татар есть цель, они ее достигают. Медленными шагами, но достигают. Рецепт сохранения крымско-татарского языка — говорить на нем. Только говорить на нем. Если мы не будем говорить... Вы знаете, я даже заметила такую закономерность, будучи за границей или где-то в том же Киеве, я замечаю, что там крымские татары больше говорят на крымско-татарском, чем здесь. Здесь, наверное, думают, что мы и так же в своей среде, и само собой это как-то так и получится. На самом деле это нет. А там они, понимаете, наверное, уже хотят показать и сохранить свою идентичность. И говорят больше, и знают больше этот язык. Крымско-татарский народ должен себя чувствовать хозяином этой земли. И этого мы еще не достигли, пока мы, как говорится, себя чувствуем гостями. И во многих вопросах нам не хватает уверенности и требовательности. Требовать свои права, требовать свои преподавания того же языка на государственном уровне, а не только так, на бумаге.
Свобода передвижения прежде всего, потому что очень тяжело, когда тебя ограничивают в передвижении, познавать мир, познавать другие страны и так далее. Еще свобода в невозможности высказывать свою мысль. Наверное, именно из-за этого я сегодня как-то, несмотря на то, что меня как-то приглашают в какие-то организации на работу, мне не нравится то, что мне указывают, что мне говорить и что мне не говорить. Вот эта возможность свободно излагать свою мысль, свои взгляды, я считаю свободой. Смысл жизни, я поняла, в том, что дарить, давать любовь, заботу, не только и позитивное настроение не только своим близким, своим родным, но и всем людям, которые встречаются на твоем жизненном пути. А взамен ты получаешь наслаждение жизнью. В этом смысл жизни.